Она на работе находится. Она должна обслужить тот язык обращения. Я вам ничего не должна. Она на работе язык обращения должна. В российской газете от 9 ноября была опубликована статья главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Казахстан. Сотрудничество без границ», в которой министр упомянул якобы участившиеся в последнее время случаи проявления национализма в отношении русского населения Казахстана. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией, пишет Лавров. По словам Лаврова, двусторонние отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, что позволяет оперативно принимать совместные меры по каждому такому случаю. Он подчеркнул, что для этого задействуются прямые каналы связи по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администрации президентов. Ну вот ты тоже продаешь, ты должен выучить казахский, чтобы нам, казахам, продавать браслеты. Я знаю, он-то... Очевидно, глава МИД России имеет в виду случаи, имевшие место в Казахстане этим летом. Так, например, в августе казахстанский блогер Куат Ахметов опубликовал на своем YouTube-канале серию видеозаписей, на которых были запечатлены языковые рейды, проведенные для проверки использования казахского языка в магазинах, объектах общественного питания и государственных учреждениях. На кадрах было видно, как некоторые сотрудники этих учреждений и объектов извиняются за неспособность обслуживать участников рейда на казахском языке. Напомним, что русские крестьяне были переселены на оккупированную территорию современного Казахстана еще в 70-х годах XIX века. Это было стандартным методом колонизации в Российской империи. Сегодня результатами царской колонизации активно пользуются российские власти. В случае необходимости они поднимают вопрос защиты интересов русского населения и порой даже вводят войска в другие страны под этим предлогом, как это было в Приднестровье в 1992 году и в Украине в 2014. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. В отношении Казахстана среди российской политической и культурной элиты в 90-х и нулевых годах регулярно поднимались разговоры о необходимости отделения северных областей, в значительной степени населенных русским населением, что, по мнению аналитиков, даже побудило Назарбаева в свое время перенести столицу страны из Алматы в Астану. Появляется очередное видео, которое снимает этот подонок в Казахстане. Я что-то не вижу никакой реакции. Однако и сегодня российские политики не стесняются в выражениях по поводу Казахстана. И вот сегодня в чем беспокойство заключается? В том, что это страна, которая вообще-то была всегда двухобщинной. Русские, напомню, до 1991 года были в большинстве, сейчас они в меньшинстве в Казахстане. Так, зампред Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, упоминая недавние языковые рейды, сделал весьма оскорбительное заявление в адрес Казахстана. В Казахстане могут позволить себе роскошь думать о том, что они самодостаточны, поскольку казахи на работу в Россию, как правило, не едут. На самом деле, никто не самодостаточен ни в отношении безопасности, ни в отношении экономики. Все республики зависят от России по-прежнему очень сильно, в том числе и Казахстан, у которого самая длинная сухопутная граница в мире с РФ. Но, как мы видим, это никоим образом ничему не учит, заявил он тогда в интервью «Новой газете». Вы должны обслужить на государственном языке.